добрались. Она рожала, как раз в это время гинекологию разбомбили. Вон уж малышки вот тут вот вытягивали побыстрее. Службы ФМС, исполкома, мэрии пришли в 6 часов вечера и сказали, что до 5 числа, до 12 часов дня она со своим ребенком годовалым должна выехать, покинуть отель. Потому что ее город, в котором она живет, находится, не входит в списки ФМС. То есть он находится под контрольной Украине. Но Авдеевка находится несколько километров от Донецка и является непосредственно линией фронта. Очень большое спасибо нашему директору, потому что вошел в положение, и он ее не выкинул на улицу. То есть маленьким ребенком он ее оставил, она сейчас бесплатно тут проживает, мы так поняли. Но опять-таки 2 числа и она, и бабушка, и я, мы все на выселение. У нас 3 женщины, одна только рабочая. Мен келдім Донецкийдан. Тудым Қазанда, Киров районында тұрдық, Киров Канаш урамында. Бізге 20 февральның нешесіне қаділі? Да, 2 февраля. И все. Бүтін қая барыға, нәрсәшлерге, анда қайтырға, с удовольствием қайтыр еді. Под бомбежками страшно. На данный момент мы на одну зарплату мужа мы квартиру снять не можем. Мы вот просим хотя бы, нам не нужно питание, хотя бы жилье какое-то нам предоставить, либо комнату, которую бы мы могли оплачивать. То есть у нас условия здесь очень хорошие. Спасибо огромное за то, что мы здесь вот прожили какое время, да. Мы не претендуем на такие же замечательные условия. Нам хотя бы вот комнату, в которой можно жить. Говорю, если нас сейчас на улицу выкинут, у нас же не будет просто-напросто регистрации. Если не будет регистрации, все вытекающие из регистрации, у нас ничего не будет. Даже скорую помощь мы не вызовем. Просто-напросто. Моих детей повыгоняют с садика, со школы, со всего. Вот в чем беда. Нас 4 здесь, муж, я и 2 деток. Вот нас здесь живут. Это сын здесь спит, дочка. Мы с мужем. Они анда, а те мархум уже. Они колды, да. Она не захотела ехать, потому что говорит, не хочу. Он да говорит, аби, бабай, говорит, атан юг, бармин беркоя. Приехала сразу, пошла в пархаус работать, убирала там, ходила по ночам, работала, убирала, потому что хоть что-то зарабатывать. Мы не сидим на месте, не надо нам, мы не лентяи, мы не это. Просто, понимаете, мы на любую работу, чтобы оно же действительно было по-человечески, вот в чем беда. Не в состоянии, допустим, снять квартиру, дорого очень. То есть, а куда вы вернетесь? Назад, в свой дом. Он вообще цел? Не совсем, там крыша у нас разрушена. Ничего, починим. Вы рады, что ли, да, что с улыбкой рассказываете? Как рады? Рады, конечно, что домой. Страшно. Скажи, как тебя зовут? София. Давай, скажи. Скажи, София. Улыбнись, рядом. Государство должно, конечно, помогать, но не бесконечно. То есть, если вы говорите, что они здесь год жили и за год ничего не смогли сделать, мне кажется, года более чем достаточно. Уж как если взялся, тогда делать до конца, помогать так помогать, или уж нет, нет. А то как-то, несправедливо получается. Все, благодарю. Здесь в Минауте, конечно, человека нельзя выкидывать. Какое-то жилье, наверное, нужно предоставить. Но многое должно зависеть от них. Они тоже должны стараться. У них руки, ноги, они не инвалиды, не больные. Надо работать. Сейчас, во-первых, зима, надо было как-то это летом, еще тепло решать, то, что где они будут жить, и у них тут ничего нету. Я считаю, что если есть даже дети, они на улицу зимой, у нас даже, не знаю, кошек не выкидывают там на улицу, чтобы зимой там отдать кому-то, а это людей. У нас куча всяких тоже и бомжей есть, да.
их тоже жалко. Собак даже защищаем. А тут люди, которые жить негде, как можно их выкидывать? Я не считаю, что это, правильно.